Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на... Нет, это не комбайнеры. Это создатели родовых поместий. Те самые идейно-патриотичные люди, которые по собственной инициативе поставили себе задачу взять все самое лучшее из прошлого и совместить с современными новейшими технологиями. Я не буду говорить за них, кто они такие и что их вдохновило решиться на этот шаг. Пусть они расскажут о себе сами. Скажу лишь одно. Уникальность заключается в том, что в Удмуртии это первый опыт совместного творения людей различных национальностей. И все, что вы увидите, делалось по наитию и своими руками. Итак, знакомьтесь. Здравствуй, Андрей. Добрый день, Елена Георгиевна. Заходи, пожалуйста. Благодарю. Вот это наш дом. Проходи. Здесь у нас веранда. Здесь сени. Это душистый, как будто это травы, наверное, тут у вас какие-то. Есть, да, заходи. Вот тут это у нас сени теплые. Здесь у нас горница. Так, 3 в 1. Тут у нас кухня. Там спальня, здесь гостиная. Там палате. Печь русская. Вот, так что вид у нас тут на пруд хороший. Из того вот окна можно, из этого. И мы по пруду определяем, идет ли дождь. Потому что на этом очень хорошо видно. На глади пруда, когда дождик идет, капает. Это ваш собственный пруд, да? Да, это наш собственный пруд. Тут у нас яблоневый сад 1. Там огород справа. С этой стороны тоже яблоневый сад другой. Вот. Ну и он, правда, зарос. Для вас, значит, ничего. родовые поместья. Родовые поместья – это цель нашей жизни. Создать свое родовое поместье и родовое поселение. Потому что за родовыми поместьями и за родовыми поселениями будущее России. Мы так считаем. Это спасение всей земли. Потому что земля наша уже нуждается в этом, чтобы восстанавливать ее природные богатства, скажем так. Вот. И восстанавливать наши традиции вековые, по которым жил наш ведрусский народ. Вот такие наши задачи. Взять самое лучшее из прошлого и в будущее, значит, создавать новое будущее. Только козел, ну ладно, коза тоже сойдет. С бородой они старик. Вообще-то борода-то, наверное, бывает как раз и вот эти, да? У козы, а не у козла. Правильно подметим. Трава сродни петрушки, зонтик на макушке. Нужна-то травка пекарю, а также и пекарю. Я вижу, что болтается там ребенок. Ромашка. Пекарю ромашку нужна, разве? Ромашку запекают, хлеб.
А? Вот тоже далеко не видно. А, ну вот, посмотри. А, молодец. О! Классно. Вон туда вот. Его снять-то надо. Вы посмотрите, еще и попадает. Сейчас. В гости на праздник Ивана Купалы. Очень нам здесь понравилось это эко-поселение. Я давно об этом читала, об этом много знала и хотела бы очень увидеть. Конечно, то, что я представляла, это я не могу просто описать, что я здесь увидела, с кем я познакомилась. Очень хорошие, открытые люди. Интересно с ними общаться. Интересно увидеть, вот посмотрите, какие работы. Очень интересные люди, открытые. Мне очень понравилось здесь. Я бы, может быть, жила, но есть другие заморочки. Нет возможности приехать сюда. А так вот, если приезжать в гости, я бы с удовольствием приезжала. Сюда попал по приглашению. Жалко, не поймал, вот рыбачил на этом пруду полчаса. Ничего, ни одной поклевки не видел. Очень понравилось. Всем другая жизнь. В дальнейшем будем думать. Что для нас родовое поместье? Ну, это, наверное, как и для всех. Шанс сделать свою жизнь лучше. Обрести счастье. Радость жизни. Наполненность каждого дня. Ну и единомышленников побольше. У нас родовое поместье. Ну, наверное, это место, где будет наш род, где будут посажены деревья в память предков, которые были до нас, которые будут после нас, чтобы вечная память была людям. Пространство любви нашей семьи. Ну, конечно, продлить род, чтобы род здесь жил на земле, дети, чтобы рождались дальше, это, да, поколение, чтобы было наше, в общем-то. Ну и, конечно, это здоровье первое место на месте. Я что мой муж будет со мной так, как он очень любит землю. И когда я с ним разговаривала на эту тему, и он мне сказал, что вот дают землю по гектару, и он сказал, хоть 10 соток. И я была очень рада, когда я узнала, что здесь вот земли дают, и я сначала 2 раза одна приезжала, а потом с мужем приехали. И ему тоже понравилось, и вот с того времени мы тут находимся, и очень нам нравится, да, Сережа? Да, 8 лет уже. Да, и он очень нравится, с пчелами работает, ему очень это нравится. Вот дом построил сам один, ну, немножко помогал сын, конечно, раза 2 приезжал, а в основном он у меня один тут работает. Внучке очень нравится, внучка, ну как скажи, как тебя зовут? Влада. Мне здесь скажи, нравится. А где больше нравится, в городе или здесь? Здесь. А уж чем здесь больше нравится, чем в городе? Ну, здесь свобода, свежий воздух. А как часто ездишь к бабушке, к дедушке? Ну, каждое лето приезжаю. То есть все лето, все каникулы здесь проводишь, да? 2-й год уже обустраиваем свое родовое поместье. Строим дом. У нас уже огород есть большой. По грибы, по ягоды ходим. Стараемся на праздники выезжать, но и сами не отставать, отмечаем кое-какие. Вот. Планируем в скором будущем вообще переехать и жить в своем поместье. Больше не ездить в город. Туда прийти нужно, наверное, с детства к этому как-то. Что-то хотеть такое, чтобы вот, не так, не устраивает городской образ жизни.
Я вырос в своем хозяйстве. А где вы И у нас в роду сохранились знания вот этих вот ведрусов. У нас род был очень сильный и очень такой крепкий род Васильевых. И эти знания, в общем-то, мне с детства прививали. Так, хорошо. Вот, Вы сохранили? Кое-что сохранил, да. Ну вот вы все то, что вам родители, предки дали, багаж собрали? Да, вот этот багаж сюда меня и вывел, можно сказать. Сюда, ага. Желание у человека на землю прийти, он придет, нет, его не заставишь, он просто будет тут несчастлив. Зачем несчастные люди нужны где-то? Человек должен быть там, где он счастливый. Если радует жить в природе, быть здоровым, здоровых детей рожать, будьте там. Не радует это состояние, так будьте там, где вас радует. Деревенские, наверное, едут туда, в город, за заработками. А для нас город... Города мы уже наелись, мы же уже знаем, что такое жизнь в городе. И она радости в жизни не приносит. Если хотите детей, то надо ехать в деревню. Там и дети здоровые, дома рожденные. Правильно жить, и дома родятся хорошие дети, без всяких врачей. Главное, чтобы мама с папой правильные мысли были и правильно готовы были к этому. Да, и детки родятся здоровые и сообразительные. Вот, да. Сюда приехали. Здесь мы провели замечательный день. Обогатились как бы вот новыми впечатлениями, новые друзья появились, вдохновение такое, как бы душа Париж. Очень здорово. Спасибо вам большое. Живем в родовом поместье уже 5-й год. Там мы вегетарианцы, питаемся с своего огорода, стараемся не покупать лишнего в магазине. Вот. И она для нас уже родина. Родилась настоящая. Дома я родилась. Меня Валентина Протопопова. Приехали мы из Свердловской области сюда. То есть я сразу все бросила и поехали мы сюда. Что значит для меня это? Это мое родовое поместье, где я собираю своих родственников. Думаю, что со временем они здесь будут в моих внуках, правнуках, детях. И сама я тоже вернусь сюда после того, как уйду сначала на отдых, а может быть и не уйду. Кто знает, сейчас говорят, все меняется. Так что многие в это не верят. Я сама когда-то была атеистом, так сказать, и октябренком, пионером и комсомолкой. Муж у меня даже коммунистом был одно время. Вот. А из атеистов, как говорится, от ненависти до любви один шаг, и наоборот, и также от атеизма до веры, видимо, тоже шаг или полшага. Раньше я не замечала, как это звезды движутся, как что, а сейчас вот уже мы и часто на небо смотрим, уже не так вот, как вот в городе идут и все себе только под ноги смотрят, ни глаза не горят, ничего, а у нас сейчас, просто, мы живем, радуемся жизни, вот и строим здесь любви пространство, хотим, чтобы это пространство распространилось, сначала здесь, потом на все поселение, потом потихонечку и на города, и на всю землю. Вот это вот наша задача. Родовые поместья – это цель нашей жизни. Создать свое родовое поместье и родовое поселение. Потому что за родовыми поместьями и за родовыми поселениями будущее России. Мы так считаем. Это спасение всей земли. Потому что земля наша уже нуждается в этом, чтобы восстанавливать ее природные богатства, скажем так. Вот. И восстанавливать наши традиции вековые, по которым жил наш ведрусский народ. Вот такие наши задачи. Взять самое лучшее из прошлого и в будущее, создавать новое будущее. Вот таким образом. Несколько лет тому назад мы начали думать, Господи, как же живут люди, неужели так можно жить? И появились просто единицы горожан, энтузиастов, которые открыли
приложили свою душу, приложили свои сердца, приложили свои усилия и руки для того, чтобы этот прекрасный край ожил. И когда мы сегодня приехали сюда, вы понимаете, вот подъезжаем сюда и дышится-то по-другому. Чувствуется энергия леса, чувствуется энергия ваших сердец и чувствуется то, что здесь появился настоящий русский человек с большой широкой душой. Я думаю, за вами будущее. И я рада вас сегодня всех приветствовать от имени всего своего коллектива. И вы чисто натуральные русские души. И поэтому не случайно вы несколько лет уже работаете с нами в зоне дружбы, как родники. Родные вы друзья нашего города. Я так вас сегодня назову, потому что здесь ваша земля, здесь ваш род. В принципе, каждый русский человек, он должен знать свою культуру. Иначе как он может себя вообще русским человеком называть, если он своей культуры не знает? Он не знает песен своих дедушек, прадедушек, то есть не знает принципов построения общества, какое было оно, какое оно сейчас стало, истории нет. То есть у нас сейчас ситуация такая, что люди, они у нас хоть с матерями, с отцами вроде живыми, но в принципе сироты. По большому счету, очень большое количество сирот, которых при живых родителях даже можно так назвать. То есть родители им не дали этого. Не дало государство, не дает отдел культуры. Отдел культуры тоже в этом заниматься, в основном субкультурой. Или сценическая культура, которая доносит только куски какие-то из той культуры, которая была в принципе русской. Славянская культура на этом месте, где мы живем. И, в принципе, культура — это культ ура, то есть культ, который находится возле сияния души. То есть сияние души, оно олицетворяет в человеке радость. Радость не как поросячье чувство, а радость внутреннюю, духовную, чтобы у человека душа горела. Мы сюда приехали. Здесь мы провели замечательный день. Обогатились как бы вот новыми впечатлениями, новые друзья появились, вдохновение такое, как бы душа Париж. Очень замечательно все. Удивительно, конечно, очень приятно было. Вот не случайно, что мы сегодня все здесь собрались. Да, абсолютно. Елена Георгиевна. Я желаю смелее действовать. Землю сейчас в Удмуртии можно взять. Вот в нашем районе Красногорском можно взять в аренду на 3 года, а потом в собственность оформить. То есть земля уже, в общем, довольно свободно выдается. Много пустующих деревень, в которых прекрасные места. Вот, и можно в этих деревнях поселяться, там по 50 соток участки, можно расширяться. Вот Гаинцы, например, прекрасная деревня. Да, в Красногорском районе очень много таких вот деревень, малонаселенных, в которых можно вполне создавать родовые поместья и родовые поселения. Поэтому я советую всем желающим брать землю, поселяться, и это очень прекрасно. Когда в родовом поместье это совершенно другие ощущения, совершенно другие цели. То есть создается на века, родовое поместье создается на века для своего рода. Поэтому это очень здорово, это очень прекрасно, это очень приятно и весело, и мы живем очень дружно и радостно. Поэтому всем того же желаю. Там, где с неба льется благодатный свет, образ, созданный людьми, край покоя и любви, связан светлой нитью с каждым на века. Родники, стоп любви, родники, родники, свет любви, родники, омоют водой, священной водой, землю мою родники. Обнимает нас рассвет и ласкает солнце свет, радостью окутана вокруг земля. Даже в зной и холода здесь поет моя душа, и навеки будет счастлива семья.
священной водой землю мою родники, омоют водой священной.